Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители, будущие родители. Мы с вами сегодня снова встретились на нашем вебинаре, который называется «Формирование традиций семейного воспитания и их влияние на становление личности ребенка». И мы с вами сегодня знакомимся, да, снова, хотя с кем-то, может быть, мы уже знакомы. Панда Цветановна Попова, методист гимназии искусств при главе Республики Коми, и священник Максим Стыров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми, научного центра. Вот, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели нашего вебинара, родители, предлагаю вам познакомиться с программой нашего мероприятия. Сегодня, как и заявлено было, на вебинаре будут рассматриваться следующие вопросы. То есть мы поговорим о том, что же такое семейная традиция, ее роль в современной семье, влияние традиций семейного воспитания на формирование эмоционального интеллекта и нравственности детей наших, правила и принципы создания семейных традиций, семейный уклад и его роль в развитии талантов ребенка. Преемственность традиций в семье, условия создания новых традиций, значение традиций в предотвращении конфликтных ситуаций в семье. Ну и очень важный вопрос – это роль православной культуры в сохранении и укреплении семейных традиций. Вот такая у нас сегодня программа мероприятия. Уважаемые участники вебинара, если у вас есть возможность, напишите в чате, что вы с нами, что вы, возможно, будете задавать вопросы. Мы с вами друг друга поприветствуем. Замечательно, что вот написано, что хорошо слышно. И таким образом я сегодня буду говорить прежде всего, конечно, о том, что такое традиция, то есть об этом понятии, о его сущности. Да? Начинаем мы с определения. Ну, а определение у нас очень, вот видите, переключилось немножко, да, вперед ушло. Определение у нас, мы знаем, что оно такое очень достаточно емкое в Википедии, и мы понимаем, что традиция – это нечто то, что помогает нам сегодня в современной жизни. Это опыт прошлых поколений, то есть это неотъемлемая часть жизни любого общества. В каждом государстве они имеются традиции, и, конечно же, в каждой семье должны быть тоже. Некая такая вот база, фундамент при постройке дома, как цемент, то, что скрепляет, связывает всех нас, вот, кто живет под одной крышей, кто может назвать себя действительно семьей, и те люди, которые действительно стремятся быть вместе, являясь неким союзом, естественно, иметь некие общие интересы, да? То есть некий вектор, к чему мы должны стремиться, как мы должны жить, каков должен быть у нас порядок, какие у нас правила устанавливаем. В принципе, каждый устанавливает свои правила. Традиция с правилами очень сильно взаимосвязана. Почему? Хотелось бы пояснить. Вообще правила, нужны ли они? Да? Каждая семья, она, конечно, выбирает свой путь в установлении тех правил и традиций. Но, в общем-то, правил много ли должно быть? Или мало? Вот это тоже каждая семья решает самостоятельно. Может быть, это вообще одно правило, да? Ну, то есть оно исполняется всегда, во всех обстоятельствах, при всех обстоятельствах. И вот тут вот мы должны сегодня с вами поговорить, каким образом мы можем связать традицию с современностью, да, то есть всякие традиции, они видоизменялись на протяжении тысячелетий, да, естественно, каждое общество, оно принимало ту или иную традицию в той или иной форме, и сегодня наша сегодняшняя жизнь, она уже тоже имеет свои какие-то характерные особенности, быт, уклад семейной жизни, да, и то есть общепринятые нормы, которые, в общем-то, принимаются на уровне вот какого-то микроколлектива, потому что семья – это тоже коллектив своего рода,
где каждый имеет свои обязанности, имеет меру ответственности. Вот это, вот, наверное, тоже очень важно. И дальше мне бы хотелось, поскольку я заявила такой вот момент, что мы должны все-таки традиции прежде всего использовать для того, чтобы наш ребенок развивался как гармоничная личность. Да? И вот еще мы знаем выдающийся педагог современности Василий Александрович Сухомлинский. О нравственном воспитании у него очень много книг издано. Вот, и вспоминая, допустим, его произведения, вот вспомнились его слова, что сердцевина нравственного воспитания – это развитие нравственных чувств личности. То есть к чему нам необходимо стремиться, вообще для чего все это мы должны использовать в нашей повседневной жизни. И еще мне бы, вот, наверное, еще на таком вот, может быть, теоретическом моменте остановлюсь, а потом уже перейду непосредственно к вопросам практического характера такого. Значит, нравственное воспитание, вот изучая литературу, немножечко попыталась я еще раз у себя даже вот так вот сформировать некое вот такое представление, образ, что же оно включает. Формирование необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества. Да? Но с этим нельзя, наверное, не согласиться, что, в принципе, каждый человек – существо социальное. И мы ориентируемся на жизнь того или иного сообщества и общества в целом, государства. Мы ориентируемся на какие-то современные тенденции. Также для нас очень важен нравственный идеал. Вот какой нравственный идеал, как мы его себе представляем, каким мы его определим для себя, вот, наверное, за основу вот правила и традиции будут как раз сопоставимы с этим нравственным идеалом. Также очень важно, чтобы знания, которые ребенок получает в семье от своих родителей, они постепенно перерастали в убеждения, то есть сформировалась система ценностных представлений о мире. Традиция помогает, опять же, и этому фундаментальному понятию. Далее, формирование устойчивых нравственных чувств. Вот здесь мы тоже, наверное, будем с вами говорить не только об каких-то глубинных процессах личностного развития, да, но и здесь, может быть, затронем понятие эмоционального интеллекта, а также понятие культуры, потому что на самом деле культура – это огромный пласт человеческой жизни, который мы должны постоянно познавать и, так скажем, усваивать, принимать. И вот в такой вот нашей, скажем так, повседневной жизни, где мы принимаем те или иные нормы за основу, естественно, формируются какие-то нравственные привычки. И вот хотела бы как раз оттолкнуться, небольшой опыт имею по общению с коллегами, с педагогами на курсах повышения квалификации. Эта тема рассматривалась у нас и в наших программах повышения квалификации. И очень часто и со студентами мы основываемся на этой концепции. И студенты, конечно же, говорят и о своем личном опыте. И чаще всего о традициях говорят как о праздниках, которые отмечаются, как о некоторых досуговых мероприятиях, которые используются. И традицию рассматривают с точки зрения именно человеческих взаимоотношений, как они влияют, да, на взаимоотношения, на уклад, на быт, на вот эту иерархию в отношениях между членами семьи. И когда мы с вами сегодня будем рассматривать традиции, то, конечно же, отец Максим, вот он расскажет нам о православной культурной традиции. Да, это прежде всего, конечно, и праздники. И я вот хотела бы остановиться, что мы сегодня вебинар с вами проводим в масленичную, так скажем, неделю. Да, это наш календарь, это наша народная культурная традиция. И мы все готовим себя, православные люди готовят себя, конечно, к длительному духовному, так скажем, посту. Да? И в преддверии Великого Поста
есть такая очень хорошая традиция, она даже сегодня, наверное, мы можем ее рассмотреть как праздник, потому что любой воскресный день, это вообще в христианской традиции считался праздником. И это воскресение Христово, маленькая Пасха. И прощенное воскресенье принято было всегда испокон веков просить друг у друга прощения. Вот, наверное, торжество, праздник, да, некая такая возвышенная, вот какая-то такая традиция, она позволяет понять ребенку, да, что в жизни все происходит не случайным образом. В жизни все взаимосвязано. Мир так устроен, что в мире все течет, все изменяется, и мы, люди, мы вместе с этим миром стремимся к чему-то. И мы работаем над собой, мы постоянно что-то создаем, созидаем, творим. И вот мы как бы сотворческое начало в нас, сотворцом мы вместе, да. И вот этот вот годовой круг календаря, он позволяет семье определенный уклад сформировать и определенные правила принять. То есть это, опять же, очень хорошее средство для того, чтобы мы подчинили себя, иногда даже, да, может быть, каким-то нравственным устоям вот, общества. И современное общество, оно как раз очень многие свои традиции берет из того источника, который у нас происходит, православная культура, да, православная культура как источник. И мы, все наши предки воспитаны в этом лоне православной культуры, естественно, мы на это тоже должны сегодня обратить внимание. И если мы будем соизмерять свою жизнь с устоями, да, и с традициями, и с православной культурной традицией прежде всего, да, то тогда нам, в общем-то, становится гораздо проще понимать, да, и дать то понятие ребенку, почему вот, например, традиция, она не должна стать суеверием. Да? Очень часто бывает вот некие суеверия, тоже становятся традициями. Вот это вот, допустим, такой достаточно неправильный, что ли, неправильная интерпретация того, что было у наших предков. И если, например, это пасхальное яйцо, то иногда рассматривают его, что вот нужно просто красиво украсить яйца, там где-то, может быть, какие-то игры настольные вот в этот день какой-то с яйцами проводить. А для нас очень важно, чтобы ребенок понял, да, что традиция, она всегда связана с историей. И тут в данном случае это связано непосредственно с историей Русской Православной Церкви и с рождением и воскресением Иисуса Христа. Да? Тогда уже эта вот традиция имеет такую некую почву, да? Она имеет уже некое основание. И, естественно, вот я заговорила не случайно о подготовке людей, да, как верующих людей прежде всего, к Великому посту, и потом, конечно же, к вербному воскресению мы приходим постепенно, и к воскресению Христову. И вот традиция, она показывает людям, почему нужно учиться прощать. В семье очень часто происходят разные ситуации, конфликтные ситуации могут произойти. И очень часто происходит некий такой вот очень серьезный барьер, да, где не хотят просить прощения, и не понимают, почему они должны просить прощения. И вот этот некий такой вот заслон, некая преграда, она мешает людям почувствовать, наверное, ту меру и ту полноту ответственности перед людьми за свои поступки, да? Что каждый человек волей или неволей может кого-то обидеть. И вот это слово «прости», оно очень хорошо как раз снимает вот эту и вину, да? И боль, может быть, и какое-то недоразумение, недопонимание. Мы таким образом и свою участь, как говорится, душу можем облегчить, и другому человеку помочь. Вот это вот замечательная традиция.
И я бы еще, наверное, здесь сказала связь, такую аналогию провела с эмоциональным интеллектом. Почему? Потому что эмоциональный интеллект, он характерен таким понятием, как самообладание. Да? А самообладание — это то, что помогает человеку не чувствовать, вернее, чувствовать эмоции, но уметь управлять ими. Вот это вот очень, наверное, очень такое важное качество, которому мы должны учиться, и наши семейные традиции, они как раз в этом могут нам помочь. Самообладание, оно для чего необходимо человеку? Потому что каждому человеку свойственно иногда, в семье особенно, родителям, детям, чувство гнева. Да? Ведь не случайно, что человек такое существо, что он подвержен каким-то, может быть, даже гормональным процессам, химическим, биологическим процессам. В то же время эмоциональный уровень у всех разный, темперамент разный. Поэтому мы иногда можем себе позволить в семье, может быть, проявить бестактность, может быть, где-то грубое слово сказать. А грубое слово, оно всегда некую трещину дает в отношениях. И вот, по моему мнению, значит, люди, которые действительно вот, эмоционально уравновешены, это о каких людях говорят? Это те, которые умеют сохранить паузу. То есть если, например, пришла какая-то вот ситуация, которая эмоционально нас приводит к какому-то раздражению, мы, соответственно, когда выдерживаем эту паузу, а для верующих людей это еще, конечно, чтение, может быть, молитвы про себя, приводит к такому пониманию ситуации несколько с иной стороны. И то есть человек, родитель, он решает проблему уже конструктивно, таким образом он не ущемляет ничьи права, не унижает достоинство личности, не роняет себя в глазах, допустим, своего ребенка, и достойно выходит из той или иной конфликтной ситуации. Вот это тоже, наверное, очень важный момент при расстановке, что ли, вот тех семейных взаимоотношений, когда мы понимаем, что мы очень сильно подвержены, да, стрессам сегодня, к сожалению. Очень часто у нас накладывается отпечаток некий такой вот усталости, может быть. Все это мы несем в свою семью. И наши дети, они очень часто становятся жертвами вот этого, может быть, где-то внутреннего несовершенства нашего. И вот традиция, например, желать друг другу здоровья, да, доброй ночи, при встрече обниматься. Может быть, такие вот мелочи, но это и есть вот эта вот наша культура взаимоотношений. Доброе слово, вовремя сказанное, да, вовремя улыбка, которую мы подарили друг другу. Может быть, и не хочется, а надо, понимаешь, вот где-то себя перебарываешь, пересиливаешь и понимаешь, что, оказывается, это было очень сильное решение, это было правильное решение в той или иной конкретной ситуации. И уже конфликт уже не назрел, уже все, в принципе, спокойно. И можно уже обсудить, что же на самом деле привело к такому определенному напряжению, которое привело, допустим, могло привести к какой-то ссоре. И здесь мы тоже должны помнить, что испокон веков семья, она строилась на таких взаимоотношениях, когда люди очень по-доброму друг к другу относились, полюбовно, так скажем. И вот эти слова любви, они у нас не всегда тоже, мы можем их произнести, а они очень важны тоже в семье, как традиция. Часто, может быть, самим себе напоминать, что нужно бы вообще-то вот сказать слова любви, да, вот что мы действительно любим. Нам хочется быть любимыми, а мы, значит, должны в первую очередь сами следовать этому примеру. И то, чего мы ждем от других, мы должны этому следовать сами. И если мы не наполним вот ту чашу любовью, пока ребенок маленький, то, соответственно, когда он вырастет, мы не сможем из этой чаши тоже испить того, чего бы нам
конечно же, будет недостаточно или не хватать, в чем мы будем нуждаться. Поэтому ребенок, исполнив вот эту чашу любви в детстве, он обязательно ее возвращает. И это необратимый, наверное, закон благодарности, потому что невозможно, не научив ребенка, что-то получить именно назад. Ну, как мы учимся любви? Любовь – это, конечно, труд, прежде всего, да? То есть это нужно понимать, что самопреодоление – это то, что помогает в жизни каждому человеку. Трудимся над собой, трудимся над семейными обязанностями, даем поручения, сами выполняем обязанности и детям даем поручения. Причем поручения лучше сначала дать меньше, но они должны быть выполнены. И если мы в этом плане сформируем вот некую стройную систему требований и результата, да, что оно должно быть выполнено, то это приведет обязательно к какому-то положительному результату. Если же мы будем непоследовательны в своих действиях, то эта традиция, она не сохранится, она не укрепится, значит, она не даст результата. Вот это тоже единство требований, да, то есть между матерью и отцом очень часто взрослые люди не могут договориться между собой. И очень, на мой взгляд, такая вот добрая традиция, которая еще совсем недавно была, а она сейчас тоже как-то постепенно утрачивается, это когда мы пишем друг другу письма. Да? Одно дело сказать, а другое дело сделать послание и передать его. Может быть, это даже не обязательно по почте, можно передать в руки, может, записку какую-то, напоминание, да? Но это как некая надежная защита, стена, что ты помнишь, ты даже далеко ушел, но ты помнишь, ребенок вот помнит, он маленький, иногда беззащитный, что его любят. И точно так же супруг может быть со своей женой, если это какие-то записки, да, они пишут друг другу, напоминания друг другу, да, что все будет хорошо, что вот сегодня я должен сделать то-то, прийти во столько-то. Это тоже некая такая культура взаимоотношений, которая либо принимается семьей, либо не принимается. Тут, конечно же, тут нельзя сказать, что это однозначно должно быть, да? Каждый выбирает сам. Но вот эти взаимоотношения между супругами, они обязательно должны подкрепляться такими какими-то вот знаками внимания. Вот это очень важно. И когда мы передаем некое послание, а слово, оно очень такую большую силу имеет, да, оно действительно, слово может быть могучим, оно может быть исцеляющим, оно может быть одухотворяющим, оно может быть настолько сильным, полезным, и точно так же оно может быть бесполезным, оно может быть пустым, оно может быть грубым, оно может быть злоречивым, да, и вот насколько важно работать в своей семье, в своем доме над своей речью, да, какие слова мы используем. То есть это не только вежливые слова, но это слова благодарности. Если мы будем говорить просто спасибо, и до конца даже не придаем значения этому слову, а на самом деле у него такое глубокое значение, потому что спасибо, в древности говорили «спаси Бог», то есть фактически мы уже произносим слова молитвы. И мы таким образом учим благодарности ребенка. И мы каждый раз говорим о том, что принимать – это хорошо, но мы должны научиться еще в семье своей отдавать и время, и внимание, и труд, и силы. И, конечно же, отдавая, мы не должны ничего требовать взамен, потому что иногда слова благодарности, они должны вот быть от души, да? То есть человек их почувствует, обязательно они у него вырвутся, даже так скажем. И нельзя их требовать, например, благодарность, но этому надо все равно учить. И это тоже есть определенное для этого правило. Вот, значит, ребенок наш, когда еще совсем маленький, конечно же, мы уделяем ему внимание, заботу, любовь. Но когда ребенок подрастает, он точно так же, как растение, требуется ему наше внимание,
доброжелательное отношение и участие в его жизни. Здесь уже на этом этапе, наверное, очень хорошая традиция быть ребенку где-то и наставником, и где-то уже и другом. И мы не только делимся своим опытом, но и всячески стараемся понять, что тревожит ребенка, да, почему он вдруг замкнутым стал, почему он, может быть, вспыльчивый, да, какие проблемы, какие причины для этого. Вот это тоже, наверное, сегодняшний наш век, когда мы очень мало просто разговариваем по душам. А это тоже очень важный момент. И минута, уделенная ребенку, не в том плане, что вот когда мы вместе делаем уроки или мы выполняем трудовые обязанности, а минута, когда мы, например, читаем что-то вместе, или пьем чай за столом, что-то обсуждаем. Это как семейный совет некий, да, который помогает нам решать очень важные, сложные вопросы. И эти семейные советы, они, наверное, должны проводиться все-таки тоже регулярно. И каждая семья устанавливает по мере накопления вопросов, когда же мы все-таки сядем и обсудим, и решим, и подумаем вместе, да, и примем какое-то решение. И, конечно же, в этом случае, если жена будет поддерживать своего мужа и будет поддерживать его авторитет в глазах своих детей, то она обязательно будет говорить детям о том, что вот я такое-то высказала мнение, но, конечно же, главное слово остается за отцом. Да? И только женщина может научить этому детей, потому что если мама будет вступать в противоречие, то в глазах детей отец будет выглядеть слабым существом, бессильным существом, естественно, меньше уважения будет проявляться по отношению к отцу. И только женщина может своим мудрым руководством, таким вот в семье, помочь и супругу дать понять, что он ответственный и главный, и детям дать понять, что отца нужно слушаться, и его решение, оно является окончательным. Вот, пожалуй, вот такие вот очень вроде бы обычные, да, но очень важные моменты в семейной жизни в виде традиций, которые действительно мы можем сохранить, приумножать и следовать, главное, да, вот главное неукоснительно следовать вот этим принципам. Как бы ни было иногда, может, тяжело, может быть, даже иногда мы внутренне не согласны с чем-то, да, может быть, нам мнение мужа не является для нас авторитетным. И вот как себя иногда приходится переделывать. Вот это тоже все, вот это идет работа прежде всего над своей душой. Вот это труд, огромный труд. И традиционно, особенно в больших семьях, вот, большим трудом преодолевались собственные, может быть, собственное какое-то неустроение. Здесь очень много очень хороших примеров из жития святых, которые нам сегодня нашими предками переданы, да, вот в виде произведений, которые мы сегодня читаем. Это житийная литература, это предания. И я бы, конечно, всегда вот пример поставила это супружеские отношения царя императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. И тут вот эти письма, вот о чем я говорила, да, вот, которые дошли до наших дней, где столько нежности, столько доброты, столько любви императрицы по отношению к своему мужу, и все это она передает в виде этих слов, которые до сих пор живут как наследие, как память, как традиция, то, что никогда не устареет, то, что всегда будет актуально, всегда будет модно, потому что оно приводит к любви. Вот это самое главное, что мы должны помнить. Ну и у нас очень хорошие, есть еще, у нас появилась новая традиция, это отмечать День семьи, любви и верности. Замечательный праздник, 7 июля он отмечается, Русская Православная Церковь его отмечает, и на уровне государства он сейчас отмечается. И так получается, что в школьной среде этому празднику не уделяют внимания, потому что он
пришелся на летний период. А вот на самом деле это житие святых Петра и Февронии показывает как раз о том мудром женском участии в судьбе своего мужа, о православных ценностях, о несении, наверное, вот совместного креста, который может привести к Царствию Небесному, да, потому что мы видим пример супругов, которые послужили не только на благо народа, на благо своих семейных ценностей, да, мы даже не знаем, не говорится нам о том, были ли дети, об этом как-то вот в житии не упоминается. Но то, что Петр и Феврония приняли иночество и в конце жизни стали монахами, то есть они ощутили полноту не только уже, так скажем, супружества, но еще и понимали, что очень важно обрести Царство Небесное уже здесь, на земле, стремление вот это к святости, и обрести друг друга в вечности, вечный союз. Да, то, что очень важно понимать, что такое союз мужчины и женщины. Это союз, который не кончается здесь, на земле. У него есть продолжение вечной жизни. Вот об этом я сегодня очень кратко, надеюсь, что эту основную мысль я донесла. Вот. На те моменты, которые, может быть, я упустила, может, я попрошу прощения, отец Максим обязательно дополнит и скажет об очень важных вещах. Ну, а если у кого-то остались вопросы, вы можете их писать в чате. Также вы можете записаться на консультацию через наш консультационный центр. И индивидуальная беседа, она иногда тоже очень помогает решить очень важные вопросы нашей семейной жизни. Благодарю вас за внимание и передаю слово уважаемому отцу Максиму. Благодарю вас, что вы уделили сегодня время, внимание нашей беседе. Благодарю уважаемую Владу Цветановну за обстоятельное изложение этого вопроса. У каждого человека должна быть в жизни цель. И цель эта не является только лишь личным выбором, она является абсолютом для всех людей. Кто-то это понимает яснее, кто-то меньше. Цель эта, с точки зрения веры, заключается в приходе человека к Богу, в любви к Богу. В том, что жизнь наша земная, она временна, она является испытанием, школой для подготовки к вечности. И в этом и есть величайшая радость и величайшая сила нашей веры, потому что она полагает нам такой ясный вектор нашей жизни. Это может быть лично для человека, вот когда сам ты к Богу пришел. В Священном Писании есть много случаев, когда к Богу приходят целыми семьями. В книге «Деяний апостольских» описывается, как некий Корнилий Сотник, благочестивый, боящийся Бога, подававший милостыню, молящийся, вот ему внезапно является ангел и говорит, что позови такого-то человека, апостола Петра, вот он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И то же самое откровение самому апостолу Петру, поэтому он идет по приглашению, входит в дом этого сотника, то есть военачальника, язычника и так далее. И по откровению Божьему говорит ему об Иисусе Христе, о его распятии, о его воскресении из мертвых, вознесении на небеса. И сказано, что Корнилий и весь дом его крестился. То есть вот так вот вся семья может стать малой церковью.
такой как бы продолжением церкви на земле, как бы продолжением храма на земле. Сам дом, обиталище людей уже становится маленьким храмом. Это великая радость. Редко, конечно, бывает так, чтобы это произошло одномоментно, хотя и такие чудеса случаются. Чаще бывает так, что кто-то приходит к вере, и он постепенно, иногда путем долгих испытаний, даже такой духовной борьбы, но все-таки он побеждает. Побеждает в том смысле, что люди тоже, окружающие его близкие, они тоже приходят к вере. Потому что они видят в нем истину, они видят в нем стойкость и вместе с тем кротость, смирение. А Господь говорит, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. То есть кроткий человек, который действует не властью, не давлением, не угрозами, не пустыми обещаниями, он действует правдой Божьей, кротость это и есть такое стояние на правде Божьей, то он обязательно окажется победителем. То есть правда Божья восторжествует. Поэтому у семьи оказывается такая общая цель, общее дело. Это слово «общее дело», оно в греческом языке звучит как литургия, так именуется у нас даже главное богослужение. И когда семья ощущает себя живущей ради этого общего дела, живущей ради Бога, там, где Господь, Творец, является не просто помощником, участником, а Он является конечной целью, Он, можно сказать, наполняет все в этой семье. Он является как бы даже участником определенным этой семьи. Ну, как и сказал Христос, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Это прекрасно. Тогда вот эта вот вера, она начинает воплощаться, то есть реализовываться вот в тех самых традициях, обычаях, обрядах, в самом укладе жизни. Если мы с вами почитаем книги о дореволюционной жизни царской России, например, Ивана Шмелева «Лето Господне», то мы увидим, что там все было пронизано, все абсолютно. Режим сна, питание, отдых, развлечения, воспитание, брачные традиции. Все было пронизано православием. И сегодня, хотя это сделать сложнее, потому что уже, понятно, нет такого в целом общества верующих, как тогда, но в рамках отдельной семьи, даже определенных связей между семьями, определенных приходов, это важно, это реализовать можно. Я буду сейчас говорить, как именно, но хочу сразу обратить ваше внимание на очень важное, что вера к обрядам только лишь не сводится. Вера, она должна быть действительно такой вот сокровенной тайной, такой общей тайной людей, такой общей любовью людей, которая уже осуществляется через те или иные обычаи. Но опасность очень большая есть. Есть опасность скатиться к обрядоверию, есть опасность вот как бы забыть о главном, да? Оставить внешнее, второстепенное, формальное, но забыть о главном. Поэтому она должна быть живая. Читая, скажем, Священное Писание, вставая на молитву, мы всегда должны как бы вновь и вновь, каждый день, мы должны вживую открывать для себя Бога. Мы должны каждый день в событиях жизни видеть Его, как и заповедано, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Должны видеть Его в себе, как в образе Божьем. Да? Любовь к себе заповедана нам, а любовь к себе именно как к образу Божьему. Видеть в близких людях это можно. При внимательном взгляде на них мы можем в каждом человеке видеть образ Божий, видеть икону. Апостол Павел говорит об этом, что кто о своих домашних не заботится и не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Поэтому действительно забота о других людях не предполагает обязательно отказа от нуждающихся. Хотя бывают иногда конфликты, когда члены семьи, наоборот, тебя как бы понуждают к отступлению от веры. Ну, например, такой случай, когда мама заставляет дочку, скажем, идти на аборт. Вот это тот случай, когда Бога надо бояться больше, чем родных. То есть заповеди Божьи, они должны быть выше безусловного авторитета.
Ну, а мама, естественно, чтобы сохранить свой авторитет, она не должна переступать вот этих вот границ. Как осуществить это? Вот, действительно наступает Великий пост, и само по себе ограничение в пище, сам уклад приготовления, он очень сильно соединяет людей, настраивает на общий тон. Вот. И детям это можно передавать. Причем не обязательно об этом много говорить, не обязательно это как-то нагнетать. Можно просто готовить постовую пищу. Ну, а если вдруг дети спрашивают, то можно и объяснить, особенно если они уже понимают. Пост предполагает вообще воздержание. Воздержание от, скажем, лишних поездок, таких несрочных, развлекательных, которые обычно откладываются на послепостовое время, если есть возможность. Воздержание от лишней информации, вот, от потока лишних сведений из телефона или из телевизора, которые идут, вот, от пустых разговоров, вообще такая сдержанность в словах. Потому что когда большая семья, и все очень много говорят, лишние слова утомляют. И прекрасно, когда люди научатся, что называется, с полуслова, с полувзгляда понимать друг друга. Это воздержание от покупок, от магазинов. Мы видим, что в наш век изобилия, мы из гипермаркетов несем эти огромные сумки, телеги. А вот просто это время, когда несколько дней в неделю даже могут быть специально освобождены от магазина. То есть это день, вот, когда ну, вот мы постараемся просто даже не заходить в магазин. Вот у нас весь день посвящен духовным делам. Запаслись, заранее купили, поменьше об этом говорить вообще, вот о еде, о готовке. Ну, как-то вот стараться отстраняться от этого. Потому что мы замечаем, да, что как легко наша жизнь может превратиться действительно вот в заботу только о телесном материале. Пост нам в этом плане помогает. Дальше это молитва. Молитва. Так прекрасно, когда молитва становится общей, когда семья вот, совместно совершает утреннее, вечернее молитвенное правило, ну, или что-то лишь из этого, или частично. Читает, например, акафисты вот, по каким-то особым случаям, в памятные даты. Молится по соглашению за кого-то из родственников. Это тоже очень, очень соединяет. Есть специальная молитва по соглашению. Вот, совершает обращение к Богу перед принятием пищи, после. Вот, благодарит по окончании всякого дела и просит благословения перед его началом, перед путешествиями, после. Конечно, бывает, что человеку предпочтительно в какие-то моменты молиться одному. И это надо уважать. То есть это не разделяет, а если человек говорит, что вот, допустим, мне надо готовиться, допустим, к службе, позвольте мне, пожалуйста, сегодня вот самому помолиться. Или просто он говорит, вот мне легче вечерней молитве, скажем, одному совершать. Это надо уважать. Это тоже вот такое принятие, терпение, которое нас не разделяет, а соединяет. Разумеется, молитва есть не только домашняя и личная, а есть молитва и в храме. Это богослужение. Вот если семья достигла того, что она вместе посещает службу, что у них есть вот общий приход, куда они ходят. Хотя, кстати, бывает, что люди из одной семьи ходят в разные приходы, и с этим тоже надо считаться, мириться. Тогда воскресные дни, праздничные дни, они становятся действительно в первую очередь днем посещения храма. И это как бы даже не обсуждается. То есть это такой безусловный авторитет. Поначалу тяжело, с непривычки. Я вспоминаю, как вот приходилось это наблюдать, когда семья перестраивается от обычного такого мирского, что называется, образа жизни, к церковному. А потом это становится настолько вот естественным, что даже не представляешь, как могло бы быть по-другому. Суббота вечер, воскресенье утром, все это вот святое время, оно Богу принадлежит. И делать что-то другое в это время, это как будто бы украсть у Бога. Сколько раз убеждались в том, что дела, вот, которые ты пытаешься в это время сделать, они не клеятся, не ладятся и добрых плодов не приносят. Конечно, это посещение храмов, такие особые события, семейные события, годовщины, скажем, годовщины кончины, памяти родственников, или наоборот, радостные события, бракосочетания. Вот, когда, скажем, день свадьбы бабушки и дедушки является важным событием для детей, для внуков, их надо настраивать на это, напоминать им об этом, чтобы они чувствовали связь этого поколения. Вот, разумеется, посещение храма – это не просто состояние там, это участие в таинстве, причащение, когда люди причащаются с одной чаши,
вместе готовятся, исповедуются, разумеется. Чин прощения вот сейчас будет в Крещенное воскресенье совершаться, то это необыкновенно глубоко, вот действительно на духовном уровне соединяет семью. Вот вы знаете, я много раз убеждался в том, что нет большего родства, и нет большего понимания, нет большей глубины, чем общая вера. Даже иногда вот с человеком родственником, но если с ним нет общей веры, ты гораздо дальше друг от друга, чем с посторонним иногда человеком, совершенно не родным тебе по крови, но с которым у тебя есть общая вера, ты понимаешь с ним друг друга. Вот надо стремиться, чтобы вот это кровное родство и духовное родство, чтобы оно в семье совпадало, сочеталось. Как можно найти на примере многих святых. Прекрасно, когда у семьи есть общий духовник, то есть такие священники, которые пользуются авторитетом, уважением, на их мнение ссылаются, к ним рекомендуют сходить в какие-то, допустим, при обсуждении семейных вопросов, а давай мы посоветуемся с отцом таким-то. А вот в этой ситуации, пожалуй, там вот другой священнослужитель сможет, да, правильно сориентировать. Давай-ка вот ты позвони ему, пожалуйста, договорись, мы сходим на общую встречу. Храмы, да, обычно, конечно, надо привыкать к тому, чтобы ходить постоянно в один храм, но не исключается и того, что в отдельные события, допустим, в каких-то поездках мы посещаем, в других районах, на родине предков, определенные монастыри, приходы, и тоже нас там много связывает, знакомые лица, родные люди. Праздники, конечно. Богослужебный календарь церковный, он исключительно богат. Там есть и дни строжайшего поста, есть и дни такой великой радости, когда все двери открыты, когда все свечи горят, когда все красное, это пасхальные дни. Вот. Есть дни такой печального тона, песнопений. Вот. Есть радостного. Это очень делает жизнь разнообразной. Вот. И богослужение вообще очень глубокая наука, тонкая, и неплохо бы ее изучать, вникать, потому что она и настраивает нас на тот ритм жизни, который приближает к Богу. Вот. Есть некоторые специальные традиции на определенные праздники. Ну, скажем, на Сретение Господне в древности обычно приводили детей в храм. Сейчас об этом почти подзабыли. На Рождество мы знаем, что всегда вот эта умилительная история о явлении ангелов пастухам, рождении Спасителя в пещере, что она воспроизводится во многих сказках, историях, рассказах. Сам вот этот жанр рождественского чуда, рождественской истории, неисчерпаем. Преображение Господне, освящение плодов. Есть еще эти плоды, выращенные общими трудами семьи на общем огороде. Это здорово. Вот мы вместе несем, освящаем, вкушаем, делимся, угощаем бедных. Вот. Праздник Крестовоздвижения, более строгий, наоборот, постовой день. День Святой Троицы, Пятидесятница, когда все зеленое, мы радуемся вместе с событием, вспоминая события исхождения Святого Духа, видим действие этого Святого Духа в природе, в зелени, в расцветании природы весной и так далее. Сейчас идет масленичная неделя, тоже, вот я недавно столкнулся, оказывается, принято у верующих людей приглашать друг друга в гости, зная, что впереди пост, и так праздные разговоры уже не приветствуются, да и не только праздные, вообще поменьше разговоров. Стараются люди пригласить друг друга на блины, обменяться добрыми советами, вспоминать, пообсуждать те или иные темы. Вот. Поэтому гости — это неплохо, если это тоже направлено к Богу. Вспомним, что сам Иисус Христос часто был приглашаем в гости. И часто рассказывает, что вот он пришел, находясь в том-то доме, допустим, был приглашен, он сказал такую-то притчу. И вот эта притча вошла в Евангелие и на века вместе с нами. Или он был помазан женщиной-грешницей, драгоценным миром, и потом он говорит, что она сделала, будет проповедана во всем мире. Так и есть. И это происходило в доме фарисеев. Подарки. Конечно, для верующих людей подарки это чаще должны иметь духовное содержание. Это книги, иконы, какие-то вещи вот такие полезные, там, допустим, вазы, кружечки, предметы посуды, но они все так или иначе должны быть направлены на красоту.
на духовность, на возвышенность, не на потребление. Кстати, и детям, вот вы заметили, наверное, в последнее время часто стали дарить деньги, сертификаты, но это настраивает их немножко на тунеядство. На то, что они могут получить какое-то удовольствие, не потрудившись. А мне кажется, что подарок, особенно детям, он должен быть ценностью, он должен быть заданием. Это может быть инструмент, который, естественно, требует, чтобы ребенок научился им владеть. Это может быть книга, которая с текстом, с историей, она передает определенную систему ценностей, это книга из твоего детства. Вот. И то она дорога для тебя. Ты правильно нужные книги в детстве читал, да, как Владимир Высоцкий. И ты теперь ребенку хочешь передать кусочек своего детства. Вот она традиция. От своих, можно сказать, родителей передаешь уже своим детям. Вот. Это может быть спортивный там, снаряд принадлежности, тоже настраивает на определенный образ жизни. Дальше, если идти, это иконы, которые есть в доме. Это должен быть действительно не где-то пыльный закуток в серванте, а красный угол должным образом оформленный, украшенный, занимающий подобающее место. Еще одной православной семейной традицией являются поездки, паломничество. Вот. Несколько раз мы, например, с семьей путешествие, скажем, к месту отдыха на юг. Вот. Мы планируем маршрут так, чтобы вот по пути, скажем, посетить Дивеево, или Сергиев Посад, или там, заезжая в тот или иной город, вот там Вятку, например, да, Киров, вот там пообщаться с людьми. И это очень обогащало поездку. Вот это 1 или 2 или 3 дня проведенные, вот, они давали больше воспоминаний и пользы, вот, и откровений таких для себя, чем весь потом последующий отдых. Вот, поэтому к этому надо стремиться, и вообще поездки очень сближают. Возвращаясь к вопросу милосердия, прекрасно, когда семья имеет свои традиции помощь бедным, служение бедным. Вот. Раньше было принято, что вот напек пироги, и сразу вот отложи часть, 3-5 пирогов сразу там на тарелочку, в пакетик, и завтра по дороге с утра там, в школу вот туда-то надо занести. Нет бедных на примете, угости соседей, угости просто чужих посторонних людей. Ну, то есть обязательно поделись, как бы за пределы семьи вот это надо вынести. Потому что действительно, когда семья замыкается в определенном эгоизме, а есть такое понятие, да, семейный эгоизм, что мы самые лучшие, вот мы, вот наша семья, все, и вот остальные все как бы чужие. Нет, семья, она ведь для того существует, чтобы человека учить любви, чтобы он эту любовь нес наружу, в мир. Поэтому служение другим людям это обязательно должно быть. Помощь родителям в их работе. Хорошо, когда дети не просто знают, кем работают родители, а так или иначе помогают там, маме, скажем, там, учительнице перебирать тетрадки, папе там приходит в цех, допустим, видит, что он делает, может иногда стоять вместе с ним у станка, да, если такая возможность есть. Вот. Ну и тогда вообще в любой работе, чтобы они как-то вот были вовлечены, чувствовали свою причастность к этому. Для верующего человека совершенно естественным является любить этот мир, потому что весь мир создан Богом. А любить природу, любить вообще окружающий мир, то есть мы бросить там бумажку, плюнуть, разжечь костер, оставить мусор после себя, это просто невозможно, потому что ты оскорбляешь Бога ведь, ты оскорбляешь людей, ты унижаешь собственное достоинство. Поэтому забота, скажем, там, о животных, о растениях, это нормально и правильно, и это имеет именно духовный источник. Я вспоминаю, как одна женщина, которая воспитывает 9 детей, со своим мужем в том числе и несколько приемных, она говорила, что в семье обязательно должна быть идея. Вот центральная идея, без нее никак. И тогда вот из этой идеи как бы все остальное объясняется. Почему нельзя врать? Да потому что, ну, допустим, если идея патриотизма, потому что в русских так не принято. Почему надо уважать старших? Да потому что в нашей стране так всегда делают. Но, говорит, вот в нашей семье эта идея веры, это идея служения Богу. Вот. И поэтому все. Почему нельзя бросать на улице это мусор? Да потому что это же Божий мир. Вот эти здания, это улица, это плод трудов человеческих. И оскорбляя этот мир, ты оскорбляешь Бога и его людей. И вот так все оттуда идет. Молитва за усопших.
посещение кладбища. Почему-то детей сейчас стали беречь вообще от этого, с ними стали бояться говорить о смерти, вот, не показывать им, не давать им возможность попрощаться с усопшим родственником, не брать их на кладбище, а зря, потому что патриотизм начинается на кладбище. Дети должны знать, кто здесь лежит, должны участвовать в уборке этой могилы, в уходе за оградкой там, и так далее. Не надо только превращать вот это посещение в еду-питье, а молитву там совершить мирским чином, а тем более, если пригласить священника, это было бы прекрасно. Ну, разумеется, спорт, здоровье, образ жизни, да, недопустимость вредных привычек, это тоже все растет из веры, потому что наше тело – это храм, как говорит апостол, это храм Святого Духа. И тот, кто растлит этот храм, кто его осквернит, того растлит Бог, то есть уничтожит Бог, накажет. Вот, поэтому мы должны заниматься, скажем, физкультурой, вот, но в той мере, в которой это нужно для поддержания наших телесных сил, нашего здоровья, не делать спорт кумиром, не делать его смыслом жизни, а делать его просто средством нашего служения, нашей работы, нашей жизни. Вот. Вспоминается, кстати, один пожилой человек, 88 лет ему было, он ушел в иной мир, вот, и про него говорили, его дочь говорила, что вот он для нас настоящий отец, настоящий, заботливый, внимательный, ко всем бежит на помощь, множество друзей, труженик, лесник, физкультурник и так далее. Вы знаете, я его провожал в последний путь. Ему на вид было 65. А когда она сказала 88, я переспросил, я не поверил. Вот так он превосходно, прекрасно выглядит. Вот что значит забота человека о себе. Причем это мужчина, у нас женщины это такого возраста редко доживают, несмотря на то, что в среднем дольше живут, чем мужчина. А тут мужчина в такой крепости телесных сил. Вот как надо себя беречь. И для семьи в том числе. Побереги себя. Я помню, как одному тоже мужчине говорили близкие, там, ну вот, бросай, пожалуйста, курить. Мы хотим, чтобы ты избавился от привычки. Ты нам нужен, ты у нас глава защитника, ты ответственный за все. И молились за него. Знаете, вот просили Бога, и ему говорили, ну, хотя иногда ему тяжело это было принять. Он настал момент, когда он бросил. Да, это годы на это ушли, но он бросил. И семья это переживает теперь именно как общую победу. Как общую победу. Не то, что мы заставили, а то, что вот мы общей молитвой, общими такими словами, заботой к этому подвели, и теперь Отец вот, бережет свое здоровье для себя. Вот. Разумеется, и труд, работа, учеба, это все оттуда тоже происходит. Это радость общего труда. Вспоминаешь эти детства, как копали картошку, как сажали. Родители всегда старались из этого сделать праздник, котерчик, какой-то, ну, с собой, естественно, там, перекус, какие-то игры там по дороге, шутки, ну, чтобы это было приятно, чтобы труд был не наказанием, а действительно таким вот торжеством. И это помогло во многом полюбить вообще труд, физический в том числе. Вот. Также и учеба. Вот. И, естественно, дети должны видеть это в родителях. Тяжело детям, сегодня вот в школе отвечал на вопрос, почему детям тяжело учиться, почему они не хотят учиться. А может родители, потому что показывают отношение к работе просто как к средству заработка. Они приходят и говорят, ой, как я не хочу на работу, как я устал, ой, наконец-то выходные, надоела эта работа, обсуждают там, дали премию, не дали премию. Это, может, тогда и дети так воспринимают, и видят, что, или если видят пассивный вот. А если человек относится к работе как к творчеству, как к Божьему заданию, да, когда он любую работу воспринимает не как служение Богу, когда учеба для него не только дело школы, а всю жизнь он учится, да, постоянно какие-то там, допустим, курсы, повышение квалификации, самообразование и так далее, и так далее. То есть дети видят, что это действительно век живи, век учись, да, век живи, век трудись. Даже если на пенсии, все равно трудись, там, помогай воспитать детей, работай на даче, там, общественной деятельностью занимайся, еще что-то. Тогда и они будут, наверное, увлекаться таким отношением к жизни, я убежден в этом. Еще прекрасная одна семейная традиция – это чтение Священного Писания, житий святых отцов, вообще чтение духовной литературы. Совместное чтение Библии, обсуждение. Вот. В Древней Руси читали жития святых. Это было одно из любимых чтений. Поэтому приобретайте эти книги, читайте вместе с детьми. Через жития нам это более становится понятно, и вот эти более понятно евангельское учение, оно само по себе очень высокое, при всей своей простоте оно очень высокое. А вот через примеры жизни святых мы его лучше постигаем. Наставления святых отцов. Помню, мы как-то вот подарила одна женщина книжку со стихами, и мы вот вечером с семьей говорим, а давайте вот по очереди почитаем.
давайте, вот кто какой стих, ты вот этот стих, я вот этот стих. Вот по очереди почитали стих, тоже это так было приятно. Художественную литературу, обсуждение книг, статей. Как-то вот поднялся тоже вопрос о цифровом слабоумии, сейчас врачи ставят такой диагноз. Вот, и мы его пообсуждали вместе с ребенком, и брат был медик тут же, вот он поделился своими советами, взяли статью, прочитали, обсудили вот научные данные. Я думаю, что тот семейный вечер, этот разговор, хоть он не дал, конечно, мгновенных плодов, но все равно останется в памяти вот, ребенка и в должное время свою роль сыграет. Вот. Беседа духовная. Не обсуждение политики, там, цен, еще каких вот суетных моментов, а именно духовная. Вот, может быть, кинофильмов. Знаете, у нас есть такая, не так давно появилась тоже в родительской семье такая традиция, когда мы приезжаем, скажем, на неделю или на несколько недель, то мы такой вот устраиваем череду. Каждый поочередно выбирает фильм для просмотра. Вот на сегодняшний вечер. Ну, от старшего к младшему. И наоборот, от младшего к старшему. Вот. И каждый волен выбрать свой фильм. Вот это может быть любимый фильм детства, это может быть просто быстренько что-то здесь найдено. Вот. То есть такая вот возможность у всех поучаствовать. Каждый делится тем, что для него дорого. Потом мы вместе обсуждаем. Игры, кстати, бывают настольные. Они, конечно, по прямому духовному содержанию не несут, вот, но в плане общения они сближают, иногда просто вот, помогают, как бы, так сказать, сделать гимнастику для мозгов. Вот игра из табу, например, мы любим семью играть, она очень развивает речь, такую быстроту мышления. Там надо объяснить слова, там не использовать некоторых синонимов. Вот. Ну и Imaginarium, вот я знаю, многие сейчас играют. Здесь опять же игра не самоцель, а это способ общения, способ развития тех или иных своих способностей. Ну и последнее, что хочется сказать, последнее, ну, по значимости, оно как бы оно первое. Оно вот это все наполняет, что главной нашей традицией является жизнь по заповедям Божьим. А заповеди в Новом Завете, заповеди это не просто какие-то малопонятные запреты, правила, требования, которые вот кто-то когда-то установил, не знаю почему, но их нас соблюдать. Нет, не так. Они все ведут нас к главной цели. Они ведут нас к любви. Возлюби Господа Бога, сказано, всей душой, всем сердцем, всем разумом, всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя. Но поскольку любовь это действительно искусство, это огромный труд, то вот научиться этому, достичь этого, вот и нужны нам эти заповеди, которые показывают, как это. Не убивай, не ходи, не прелюбодействуй, не лги, не завидуй, чти отца и мать, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, сотвори сверху мира, не к жизни работы, все дела в них делай, седьмой день Богу посвяти, заповеди о стыдливости, о целомудрии, их тоже можно найти по учению, да, в Новом Завете, чтобы не было каких-то вот пошлых фильмов, обсуждений, каких-то скабрезных шуток, вот, потому что Господь говорит, да, что кто с вожделением посмотрел, уже согрешил. Что за каждое праздное слово даже ответили сюда, чтобы не было вот этих пошлостей, чтобы вообще слова берегли, чтобы язык не произносил лишних слов. Вот. Заповедь о терпении. Помню, бабушка всегда говорила, Господь терпел и нам велел. Действительно, одна из ключевых добродетелей евангельских. Вот. Все детство я, например, слышал слова «не судите, не судимы будете». Папа говорил, хотя у нас семья тогда не была очень верующей. Вот. А ему, видимо, бабушка говорила, а это уже прямо из Евангелия. Когда мы начинали, допустим, обсуждать одноклассников или учителей, или пытались там политиков кого-то обсуждать, но сразу нас пресекал вот эти заповеди. Не будьте судимы. Вот. Ну, понятно, отношение к деньгам. Деньги такая вещь, которой надо пользоваться, вот их не надо любить. Все надо любить в этом мире, а деньги любить не надо. Я имею в виду все хорошее. Не надо просто пользоваться. Поэтому много разговаривать о деньгах, это уже как бы снимать какую-то табу на сребролюбие. Вот. Это такая тема, которая как бы должна быть, ну, немножко, ее надо обходить молчанием. Деловые финансовые вопросы родители между собой должны решать, или их можно по-деловому решить, но рассуждать там много об этом, о кризисах, там, о том, как мы проживем, не стоит. Потому что Господь заповедует нам, не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам позаботится о себе. Вот. Против тщеславия, конечно, нас учит вера, да, что вся слава, она принадлежит Богу, поэтому хочешь
любить Бога, значит, славь Его. А Он уже сам прославит тех, кто Его прославляет. Вот. Любовь к врагам, к отчаянию, к врагам, кротость. То есть власть, основанная не на принуждении, не на авторитете, не на силе, а наоборот на таком кротком поведении, на служении всем, как говорит Христос. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой, да будет всем рабом. Обязательность исполнения своих слов, без всяких клятв. Да будет ваше слово да-да, нет-нет, и все, что сверх этого, то от лукавого. Вот. Ну, благодарность, история с 10 прокаженными, конечно, за все благодарить, умение приучать на детей за все благодарить. Я тогда с грустью наблюдаю, как в автобус заходит мама с ребенком уже не маленький, там лет 7-8. Вот. Мама его сажает и сама рядом стоит. Шумка. Думаю, бедная мама, что из него вырастет, из этого мальчика? Да ему бы полезно вот самому, маму посадить, а ему бы постоять. Вот, еще и сумки подержать. Тогда из него действительно вырастет воин, защитник. Вот. Из таких мелочей на самом деле складывается ведь вот настоящее человеческое достоинство. Не надо нам сегодня детей так сильно оберегать, лелеять, баловать, как мы это делаем. Нам надо помнить о том, что они растут не для сытой благополучной жизни. Они растут для духовной битвы, которая будет продолжаться всю их жизнь. Вот. И самое главное испытание будет потом, на страшном суде, когда они туда придут. Поэтому нам надо их вот к этому готовить, да, чтобы они были действительно как воины Христом. Когда мы сами об этом помним, когда мы сами к этому готовимся, естественно, мы уразумеем, будем знать, как это делать. Ну, а если что-то и не знаем, это понимаем, то у нас всегда есть молитва. Всегда можем обратиться к Богу в сложных ситуациях. У меня есть прекрасные примеры, когда мы действительно не знаем, как поступить, но я получал ответ именно через обращение к Богу, именно в семейных делах Он наставлял, что надо делать, как сказать, какое решение принять. Ну вот на этом мне хочется завершить нашу беседу, поблагодарить всех вас за участие. Вот, все, конечно, не сказано, все недосказано, это бесконечный разговор, поэтому продолжайте сами, вникайте, изучайте, погружайтесь в жизнь церковную, чтобы она вас наполняла вот этой благодатью Божьей, а уже этой благодатью, которая дается нам не для себя, а дается нам для преображения мира, наполняйте свои силы, свои маленькие вот эти вот храмы, маленькие церкви свои, как сказано. И не забывайте, что традиции, обычаи, обряды — это все, так сказать, канва, оболочка, это все воплощение в жизни. Но самая главная цель, она живая, она бесконечно живая, она бесконечно высокая. Это сам Господь Бог, с которым мы должны лично встречаться каждый день и встретиться в итоге по окончании нашей земной жизни. Благодарю вас за встречу. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, я отвечу. Еще несколько секунд подожду. Ну, на этом мы и завершим. Ну что ж, тогда прощаемся. Господь да будет с вами, да благословит вас. Все добрые дела.